Коллеги, первое. По инфраструктуре на пункте пропуска. Доложите информацию в Т или в пограничной службы. Как у нас обстоят дела, все ли у нас хорошо для того, чтобы работать с учетом того потока, который сегодня сложился. Что еще надо? В последнее время достигнуты значительные успехи в развитии инфраструктуры, создании условий для несения службы пограничными нарядами на контрольно-пропускном пункте КСО. На данный момент все необходимое для того, чтобы говорить о том, что удовлетворительно созданы условия как для службы, так и для социально-бытовых обстоятельств. Вопросы исчерпаны на данном этапе. Проблем, нужд каких-либо на данный момент не имеется. Личный состав, питание личного состава организовано в помещении кухонного помещения построенного здания. Дополнительно нагрузки, то, что есть, личный состав в будущем, наверное, надо будет чуть-чуть штат увеличивать. Если такие потоки будут увеличиваться, но за нами еще железнодорожное направление, там тоже поезда добавились. Условия практически созданы, за исключением у нас, вот мы планируем оформительскую. Это то, что мы сейчас посмотрели, то, что вы планируете построить. Да, да. Там мы все предусмотрели для нормальных условий, для тех людей, которые в сутки находятся на службе. Касаемо их быта, здесь в ночное время ремонтные работы провели. Довольны мы, практически все условия созданы, спальные помещения, столовая функционирует, питание нормальное. В принципе, вопросов нет. Когда планируете приступить к строительству и завершить? Там какие-то шероховатости остались. Вот мы согласуем с пограничной службой и с Минэком, и я думаю, вопросы уже. А деньги на это выделены? 21 миллион. Но в этом году будут? Да, первые 7 миллионов выделены Абхазстрою, и я думаю, что остальные тоже. Во всяком случае, Александр Георгиевич, таких условий сегодня для таможенников здесь не было. Общественная работа нами проведена по упорядочению движения маршрутного автотранспорта. То есть здесь были серьезные проблемы в этом. Занимаемся вместе с Гагарской администрацией. Есть определенные предложения, которые позволят нам улучшить работу пассажирского потока. Планируем открытие моста на выезде. Есть проблемы в продолжении того, что говорил министр внутренних дел. Мы сейчас этим занимаемся. Есть недовольство отдыхающих, местных граждан тем, как организован пассажиропоток. Как встречаем мы людей, как их приглашаем к машинам, что это за машины, лицензированные, нет. Вместе с местной администрацией, я думаю, в течение 2-3 недель здесь наведем порядок. С точки зрения внимания, повысить свое внимание к этим вопросам. А что касается опорного пункта милиции, посмотрите, время не тяните, создайте условия. Здесь, если кто-то будет нарушать общественный порядок, они должны быть соответствующим образом наказаны. Этого бояться не надо. Люди в погонах в основном решают эти задачи. Как вы знаете, совсем недавно, 9 июля, в Гагринском районе обрушилась стихия. В результате ливневых дождей было подтоплено более 1200 домов. Пострадало 3 села. Это село Лдза, Лахадзы и Псахара, поселок Бзыбта и часть города. В этот же день был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий. Для помощи гражданам была организована горячая линия. Сотрудники МЧС работали круглые сутки. С 10 июля в пострадавших селах работала вся имеющаяся техника и людской ресурс. Также параллельно была создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администрации пострадавших сел и депутаты районного собрания. Комиссия сделала дворовой обход, зафиксировала все данные в администрациях, начат был прием заявлений от граждан. Всего наиболее пострадавших и нуждающихся в помощи государства свыше 400 семей. Комиссия определила степени и суммы материальной помощи. В ближайшие дни мы начнем оказывать денежную помощь.
наиболее уязвимой категории граждан, кто больше всех пострадал в результате стихии. Хотелось бы отметить и поблагодарить за поддержку предпринимателей района, которые с первых дней начали оказывать помощь, перечисляя средства на спецсчета пострадавших сел. Уже собрано более 11 миллионов рублей, и помощь продолжается. Чуть позже мы озвучим имена всех, кто не остался в стороне от общей беды. Поблагодарим их еще раз. Так, 1219 домов было затоплено. Первая степень это 40 домов, очень тяжело пострадавшие дома, которые. И вторая степень 152 домовладения. Принятых заявлений 292. Представляю вашему вниманию отчет об исполнении бюджета за первое полугодие. На начало 2023 года бюджет Гагринского района составлял по доходам 658 миллионов 800 тысяч рублей. Субсидии 114 миллионов 100 тысяч рублей. По расходам 772 миллиона 900 тысяч рублей. В первом полугодии 2023 года отдельным решением собрания Гагринского района была увеличена расходная часть на сумму переходящего остатка на 1 января 2023 года в размере 147 миллионов. Таким образом, с учетом вышеуказанных изменений, бюджет Гагринского района на 2023 год составил по доходам 658 миллионов 800 тысяч рублей, субсидии 114 миллионов 100 тысяч рублей, по расходам 920 миллионов 800 тысяч рублей. За первое полугодие в доходную часть бюджета района поступило 384 миллиона 400 тысяч рублей. При плане за первое полугодие 2023 года 201 миллион 200 тысяч рублей исполнение составляет 191% или плюс 183 миллиона 200 тысяч рублей, из которых налоговые доходы составили 374 миллиона рублей. При плане за первое полугодие 189 миллионов 700 тысяч рублей, что в процентном соотношении исполнение составляет 197,2% или плюс 184 миллиона 400 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Неналоговые доходы составили 10 миллионов 300 тысяч рублей. При плане за первое полугодие 2023 года в 11 миллионов 500 тысяч рублей. Исполнение составляет 89%, 89,6%. Субсидии из республиканского бюджета получены за первое полугодие в полном объеме в сумме 47 миллионов 500 тысяч рублей. В соответствии с планом за первое полугодие 2023 года. Расходная часть бюджета района за первое полугодие выполнена в сумме 467 миллионов рублей. При уточненном годовом плане в 920 миллионов 800 тысяч рублей. Исполнение составило 58%. В том числе на оплату труда направлено 152 миллиона 400 тысяч рублей. Финансовая помощь МУК спецавтохозяйства, приобретение спецтехники 24 миллиона 200 тысяч рублей. На уборку и вывоз мусора в районе 52 миллиона 100 тысяч рублей. На социальную помощь населению в виде разовой материальной помощи 14 миллионов 300 тысяч рублей. На помощь погорельцам приобретение жилья, улучшение жилищных условий 4 миллиона 100 тысяч рублей. Приобретение продуктов питания для детских садов и подготовительных классов 11 миллионов рублей. На проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий 11 миллионов 800 тысяч рублей. Финансовая помощь различным организациям 2 миллиона 200 тысяч рублей. Федерация футбола Абхазии и Абснастар. На содержание автотранспортного предприятия газеты «Гагринский вестник» и Гагринского телевидения 6 миллионов 300 тысяч рублей. На содержание ФГ «Гагра» и стадион 1 миллион 800 тысяч рублей. На капитальные текущие ремонты, строительство и приобретение 159 миллионов рублей. Из них 70 миллионов рублей на асфальтирование дорог в поселке Бзыкта, в городе Гагра, село Лдза и село Гечрыш. 24 миллиона 200 тысяч рублей. Устройство покрытия из тротуарной плитки проспекта имени Ардземба. На данном этапе общая смета 29 миллионов рублей. 20 миллионов 200 тысяч рублей. Капитальный ремонт детского сада номер 7 в городе Гагра. Общая стоимость 61 миллион 841 тысяча рублей. 16 миллионов 800 тысяч рублей строительство спортзала в Бзыкской школе номер 1. Сметная стоимость объекта 25 миллионов 599 тысяч рублей.
15 миллионов 500 тысяч рублей замена трубы, колодцев и устройства сквера имени Сергея Васильевича Багавши. 10 миллионов рублей капремонт кровли в Зыбской школе номер 2. Стоимость 13 миллионов рублей. 9 миллионов рублей 300 тысяч строительство инженерной защиты кемпинг. 6 миллионов рублей приобретение трактора, цена 7,5 миллионов рублей. 4 миллиона 300 тысяч рублей приобретение машины скорой помощи для Гагринского ЦРБ. 3,5 миллиона капитальный ремонт СЭС, третий этап. Общая сметная стоимость работ 20 миллионов 205 тысяч рублей. 2 миллиона 200 тысяч рублей приобретение насосной станции, установки для спецтехники водоканала города Гагры. 1,5 миллиона рублей. Ремонт спортзала в Гачарипской школе. Общая стоимость 3 миллиона рублей. 1 миллион рублей замена фонарных столбов по улице Абазга в городе Гагра. 500 тысяч рублей приобретение школьной мебели. 1 миллион 300 тысяч рублей приобретение оборудования для насосных водоканалов. 1 миллион 200 тысяч рублей. Предоплата 50% на ремонт санузла в Приморском парке. Общая стоимость 2 миллиона 476 тысяч рублей. 6 миллионов 300 тысяч рублей разные ремонтные работы и мероприятия в Гагринском районе. Всего на капитальный ремонт и приобретение за время нашей работы было профинансировано с 4 мая 2020 года по 01 июня 2023 года 550 миллионов рублей. А к концу этого года на эти цифры увеличатся до 750 миллионов рублей. Основные расходы. 142 миллиона 900 тысяч рублей профинансировано на асфальтирование дорог в городе Гагра, поселка Бзырта, село Алахадзы, село Олдза, село Гечрыпш. Это за 3 года и 3 месяца. Более 100 миллионов рублей направлено на капитальные ремонты образовательных, спортивных и культурных учреждений. 74 миллиона рублей приобретение 19 машин спецтехники и 2 единицы было подарено на сумму около 100 и около 10 миллионов рублей. 35 миллионов 400 тысяч рублей на работы по устройству тротуарной плитки и бордюров по улице Абазга. 24 миллиона 690 тысяч рублей капитальный ремонт отделений и приобретение оборудования, медикаментов, карет скорой помощи и реанимобиля Гагринской ЦРБ. 34 миллиона 800 тысяч рублей на капитальный ремонт набережной Приморского парка, а также и другие ремонтные и строительные работы. На погашение задолженностей за 3 года и 3 месяца было профинансировано 30 миллионов 408 тысяч рублей. Это задолженности по налогам, отчислениям и фондам, задолженности за электроэнергию по подрядным договорам и задолженности перед поставщиками. С 4 мая 2020 года по сегодняшний день оказана материальная помощь населению Гагринского района в сумме 58 миллионов 309 тысяч рублей. Также с 4 мая 2020 года по 01.06.2023 года на помощь погорельцам в приобретении жилья и улучшении жилищных условий граждан было выделено 9 миллионов 100 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить, что за период нашей работы меценатами, предпринимателями была оказана помощь району на общую сумму порядка 120 миллионов рублей. Это и переданные в дар машины скорой помощи, мусороуборочные машины, проводимые за счет средств меценатов, ремонтные и строительные работы в районе, ремонты в больницах, благоустройство, скверах и так далее, за что мы им очень благодарны. Остро стоит вопрос водоснабжения города Гагры, и мы можем рассчитывать на данном этапе только на инвестиционную программу «Помощь Российской Федерации». Также остро стоит вопрос бесперебойного электроснабжения. Также благодаря помощи Российской Федерации в рамках инвестиционной программы были произведены работы по капитальному ремонту подстанции. Это подстанция Гагра-1, Гагра-3, подстанция Бзы. И сейчас приступают к ремонту подстанции в селе Алахадзы. Все это деньги большие, но мы не должны забывать, что вместе с этим мы также должны изыскивать средства на замену трансформаторных подстанций в городах и селах. Их около 200. Нам необходимо заменять устаревшие линии, опоры внутригородские, сети. Это все необходимо делать. В городе Гагра в ближайшей перспективе назревает необходимость для открытия еще одной школы. Сегодня 2 средние городские школы испытывают дефицит мест. Строительство и оснащение новой школы на сегодняшний день будет стоить порядка $500 000 рублей. Мы также планируем
капитальный ремонт здания бывшей грузинской школы для открытия абхазской школы в поселке Цандрев. На это понадобится более 150 миллионов рублей. Необходимо открытие нового детского сада в поселке Цандрев. Там тоже дефицит мест. Строительство с нуля может обойтись также свыше 120 миллионов рублей. Мы сегодня завершаем капитальный ремонт детского сада в городе Гагра, который снимет острую нехватку для детей, и уже начали капитальный ремонт еще одного в городе Гагра детского сада по улице Адыга на перспективу в ближайшие годы, и на это нам нужны средства. Гагринский район испытывает нехватку спортивных залов. Для наших детей мы реализуем сегодня совместный проект с российским меценатом группы компании «Монтера» по капитальному ремонту и строительству многофункционального комплекса в городе Гагра. Стоимость проекта около 200 миллионов рублей. Также за счет собственных средств, как я уже говорил ранее, мы строим спортзал в поселке Бзыпта, ремонтируем в городе Пицунда и в селе Гячрыш. Но это спортзалы при школах и в полной мере не удовлетворяют всех потребностей сегодняшнего дня. Нужно строить и открывать еще больше. Сегодня мы благодаря помощи меценатов, предпринимателей из собственного бюджета средств проводим капитальные ремонты в больницах, оснащаем их оборудованием и каретой скорой помощи. Но довести до необходимого уровня все отделения больницы, оснастить их всем необходимым, задача не из легких. На баланс администрации возвращены и стоят объекты культуры, возвращены и стоят на балансе администрации образовательные учреждения, дом культуры, необходимо восстановить. Есть и другие вопросы. Капитальный ремонт одного многоэтажного квартирного дома может обойтись в десятки миллионов рублей. Даже при той положительной динамике налоговых поступлений, которая есть сегодня в Гагринском районе, бюджет не способен будет их все реализовать. Соответственно, нам необходимо искать новые источники доходов, создавать условия для появления новых объектов налогообложения. В администрацию Гагринского района поступают заявления от различных юридических лиц на разрешение на строительство апарт-отелей. И у нас нет законных оснований им в этом отказывать. Законопроект, представленный в Народное собрание, как я понимаю, будет способен как раз регулировать данный вид бизнеса с выгодой для государства. И он так и называется, если мне не изменяет память, закон о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Сегодня много полемики вокруг данного законопроекта. Я хотел бы затронуть несколько тезисов, озвучиваемых ряд политических деятелей и представителей гражданского общества. Я ни в коем мере не сомневаюсь в их искренности, переживаниях, патриотизме и любви к родине подавляющего большинства из них. Но есть и другие, кто намеренно вводит общество в заблуждение в угоду своим политическим амбициям и меняющим политическую конъюнктуру. Я буду сейчас говорить как человек, болеющий за свой народ, не менее вышеперечисленных и сторонников и противников законопроекта. Тезис о том, что этот законопроект приведет к потере лучших земель, считаю необъективным, так как те лучшие земли, о которых идет речь, под разным видом пользовательских и арендных отношений были выделены под различным бизнес и проекты. Проекты уже много лет и преимущественно национальному инвестору, о котором так часто упоминается в последнее время, в числе которых есть и бывшие чиновники, и ветераны войны, все заслуженные в нашей стране люди. Однако за десятилетия пользования активами в сотни гектаров земли у нас так и не произошло прорывного скачка ни в туристическом бизнесе, ни в сельском хозяйстве. Более того, многие из них все эти годы даже не платили земельный налог. Обвинить можно во всем всегда власть. Так мы и привыкли делать. Но давайте откроем вместе местные сайты, объявления агентств недвижимости, социальные сети. Под объявлениями о продаже земельных участков размещены номера телефонов продавцов. Не глав администрации и не президента. Там указаны номера телефонов наших с вами граждан, может быть, наших соседей, родственников. Давайте начнем говорить уже правду. Из государственной собственности в частную за копейки выводились крупнейшие санаторные и пансионаты, а также за спиной у государства и ее народа продавались за миллиарды рублей третьим лицам.
А сколько было выдано нотариальными конторами в Республике Абхазия доверенности иностранным гражданам на право управления недвижимостью, имуществом за все послевоенные годы. Только за 3 года таких доверенностей было выделено 1382. Эта линия является скрытой формой продажи жилья иностранным гражданам. К примеру, только в Гагринском районе за 6 месяцев 2023 года 1394 иностранных граждан обратились за разрешение на работу. До 500 детей, не граждан Абхазии, сегодня обучаются в школах Гагринского района. Это 10% от общего числа учеников в нашем районе. Наше законодательство уже долгие годы позволяет приобретение любой недвижимости на территории Абхазии иностранным гражданам, за исключением жилой недвижимости. Это происходит уже очень давно. А запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам как был, так и остается неизменным. Сегодня российский бизнесмен стал значительно активен в отношении Абхазии. Этому способствовали несколько факторов. И один из них, важный, на мой взгляд, является и снижение уровня преступности. Сегодня стало спокойнее нашим гражданам и спокойнее нашим гостям. Не зря говорят, что деньги любят тишину. Чем мы не могли похвастаться не так давно. И сегодня уже у нас есть возможность извлечь максимальную выгоду для государства. Говоря с нашими российскими коллегами о таких масштабных проектах, как строительство крупных курортных комплексов, и здесь, и в восточной части Абхазии, открытие аэропорта, развитие горных кластеров, мы имеем все возможности для развития и горнолыжного курорта. При плановых показателях за первое полугодие 2023 года в размере 262 миллионов 836 тысяч рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей на 1 июля 2023 года составила 509 миллионов 688 тысяч рублей. Выполнение составляет 194%, в абсолютном выражении данная сумма составляет плюс 246 миллионов 852 тысячи рублей. При этом необходимо сказать, что положительная динамика поступления в сравнении с прошлым годом за аналогичный период также положительная и составляет 178%. В абсолютном выражении плюс 223 миллиона 897 тысяч рублей. При всем при этом есть проблемные задолженности, над которыми тоже мы проводим активную работу. Стоит отметить, что общая сумма задолженности по налоговым платежам по состоянию на 1.07.23 года составляла 299 миллионов 514 тысяч рублей. В том числе задолженность по текущим начислениям налоговых платежей составляет 14 миллионов 987 тысяч рублей. Проблемная задолженность, образовавшаяся за предшествующие налоговые периоды, составляет 251 миллион рублей. Сумма задолженности по непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет 32 миллиона 598 тысяч рублей. В отношении проблемной задолженности инспекции Гагринского района предприняты меры по бесспорному взысканию налоговых платежей. Также ведется работа по направлению материалов в Министерство по налогам и сборам для последующей передачи материалов в службу судебных исполнителей. Из имеющейся проблемной задолженности в сумме 251 миллион 928 тысяч рублей материалы направлены на сумму более чем 160 миллионов рублей. Поступило за первое полугодие 2023 года по данным материалам в бюджет в районе 38 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжается. Курортная сфера в Гагринском районе наиболее массово представлена объектами средств размещения, объектами общественного питания, организациями, осуществляющими экскурсионную деятельность, но также имеются функционирующие объекты массового посещения туристами, а именно дельфинарий, 2 аквапарка, 2 колеса обозрения и 1 бывшая госдача «Холодная речка», где проводятся платные экскурсии. Всего на сегодняшний день количество койко-мест в районе составляет 29 576. В завершение отчета хотелось бы отметить появление новых объектов налогообложения в текущем году, таких как отель «Аббата» с номерным фондом равным 80 со 160 койко-местами, отель «Луиза» 31 номер с количеством койко-мест 62, бывший пансионат «Кавказ», ныне именуемый парк «Отель Кавказ» со 175 номерами и 350 койко-мест.
Также начали функционировать 2 автозаправочные станции, начинает функционировать нефтебаза, начали функционировать 2 новых магазина беспошлинной торговли. Все это, я думаю, сослужит нам добрую службу в исполнении не только налоговых показателей, но и в выполнении принятых на себя публичных обязательств. За рассматриваемый период было зарегистрировано 65 преступлений, из них раскрыто 58. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 63 преступления, из них раскрыто 57. Из общего количества преступлений зарегистрировано убийство с покушением 4 факта, 3 раскрыто. Хищение оружия, боеприпасов 1 факт раскрыто. Кража, тайное хищение чужого имущества 11 фактов, из них раскрыто 5. Грабежи, открытое хищение чужого имущества 3 факта, все 3 раскрыты. Незаконное ношение, хранение оружия 7 фактов, все 7 раскрыты. Незаконный оборот наркотических средств 20 фактов, все 20 раскрыты. Прочие преступления 4 факта, все 4 раскрыты. Следственным подразделением Управления внутренних дел по Гагрскому району в суд направлено 35 уголовных дел, из которых осуждены 12 уголовным делам. Сотрудниками милиции за 6 месяцев 2023 года в УВД доставлено 449 человек. Из них привлечены к административной ответственности 290 человек. Также привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств 42 человека. В АУР УВД по Гагрскому району значится 42 розыскных дел. Из них задержаны 4 человека, без вести пропавших 16, неопознанные трупы значится 2. Службой милиции и общественной безопасности обеспечено 128 судебных процессов. Проведены работы в области противодействия нелегальной и трудовой миграции. За отчетный период составлено 120 материалов и пересланы в суд Гагрского района, из которых по 5 граждан иностранных государств выдворены за пределы территории Республики Абхазия. Также по 20 иностранных граждан были пересланы уведомления в отделение Государственной миграционной службы осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. Сотрудниками Управления внутренних дел совместно с сотрудниками Службы госбезопасности по Гагрскому району за первый квартал 2023 года было обнаружено и изъято на территории Гагрского района 424 аппаратов по добыче криптовалюты. Кроме того, активным критерием оценки работы органов внутренних дел является мнение граждан, проживающих на территории Гагрского района. Проводятся работы с личным составом для улучшения качества работы сотрудниками милиции с населением. Сотрудниками ОГАИ УВД по Гагрскому району в отчетном периоде было выявлено и составлено 7266 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 367 протоколов. Правом управления автотранспортными средствами были лишены 470 человек. При этом хотелось бы отметить, что на территории Гагрского района в течение первого полугодия 2023 года произошло 25 ДТП, дорожно-транспортных происшествий, в результате которого погибли 5 человек, пострадали 24 человека. За аналогичный период прошлого года 26 ДТП, в которых погибли 7 человек, пострадали 23 человека. В настоящее время сотрудники несут службу в село Алахадзе, село Олдза, поселок Бзыпта, территория Рыцинского ущелья, поселок Цандрыбш, территория КПП ПСОЛ. Кроме того, осуществляется патрулирование парковых зон береговой линии, а также места массового посещения туристов и граждан Республики Абхазия на территории Гагрского района. Установлены опоры вместо деревянных, которые падали, 100 опор за это полугодие поменяли. Поменяли высоковольтные провода в порядке 20 тысяч метров. Восстановлено большое количество поврежденных кабельных хозяйств. К летнему курортному сезону частично были реконструированы линии электропередач, где наблюдалась возможность аварийных отключений. Из всех работ наиболее масштабное строительство 2 высоковольтных линий села Алахадзе. Действующая линия была перегружена, существовала острая необходимость увеличения мощностей. На данный момент временно приостановлена работа завершения строительства высоковольтной линии Лдза,
Я думаю, линия построена, Аслан Георгиевич, 1,5 километра. Я думаю, в течение 3-4 дней запустим эту линию тоже. Подробно хотелось рассказать о последствиях стихийных бедствий. В момент происшествия обесточено было порядка 80% хозяйства всего района. В ликвидации аварии были истрачены следующее количество материалов. Опоры 45 штук, новые, Черноморэнерго прислала. Те, которые смыло потоком воды и были не поврежденные, заново восстановлены. Проложено кабеля в местах аварии в общей сложности 250 метров. На сегодняшний день 299 приборов учета, вот новые счетчики, поставили мини-гостиницы, большие торговые объекты, обычно сборы третий, четвертый квартал. Вот у нас в июне месяце в 100% вот получилось. Я думал, в этом месяце тоже больше. Я Александру Золотинскому обещал вместо 35-40 миллионов, но стихия чуть-чуть помешала. Я не знаю, сколько мы сможем собрать в этом месяце. Аслан Георгиевич, сейчас Лидзава, рыбзавод, Алахадзе, я не могу контролеров пустить, они еще не разгребли вот это все. Ждем, вот месяц дадим им, чтобы они разгребли, вот следующий месяц уже начнем с ними работать. В этом году за полгода 279 миллионов 679 474,5 киловатт-часов. 11% понеслось. Да, потребляемость понизилась. Ушли левые трансформаторы и многое другое, что способствовало плохим показателям. Структура здравоохранения Гагрского района представлена таким образом. У нас 2 больницы, 2 поликлиники, 3 станции скорой помощи, 8 ФАПов, 4 СВА. Функционируют все, кроме 2 СВА, в которых не хватает медицинского персонала. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, значительно меньше поступлений. Все это связано с меньшим количеством поступающих пациентов с диагнозом острая кишечная инфекция. В плане снабжения больницы, значит, скорая помощь у нас сегодня укомплектована машинами. У нас есть 2 реанимобиля, Toyota Hiace и Volkswagen Crafter, который был приобретен в 2021 году за счет средств бюджета района. Он полный реанимобиль, в нем есть все необходимое для оказания реанимационной помощи. А также у нас есть еще 6 автомобилей, но из них «Газель Next» новая машина в 2022 году тоже за счет средств бюджета района приобретен. «Соболь» и «Тойота» в нормальном состоянии, а все остальные машины, конечно, уже старые. Еще одну машину мы Да, вот я хочу сейчас сказать. Значит, в этом году было увеличение бюджета на 6 миллионов 800 тысяч, из них 4 миллиона 300 тысяч уже переведены, и мы ждем. Я думаю, что нам обещали буквально в течение месяца прибудет машина «Газель» Соболь НН, новая. Помимо этого, на 2,5 миллиона заложено на ремонт и замену лифта в стационарном корпусе. Значит, за счет средств, поступающих на спецсчет, это предприниматели района, значит, за весь период к нам поступило свыше 9 миллионов. На сегодняшний день, значит, идет ремонт гинекологического отделения. До этого был произведен капитальный ремонт реанимационного отделения с заменой всех коммуникаций, электропроводки, то есть и до оборудования, лаборатория, да, верно, и приемный покой. Реанимация доукомплектована. Сегодня есть в реанимации все необходимое оборудование для того, чтобы оказывать
помощь. В родильном отделении смета на 7 миллионов 800 тысяч рублей. Сколько из них меценаты нам помогли на сегодняшний день? На сегодняшний день 2 миллиона 800. Плюс еще ваши личные доходы. Да, доходы больницы, 2 миллиона рублей. А многие здесь сидящие знают, столько не было сделано никогда. Я 20 лет работаю в этой больнице. Но у нас большая... Это то, что касается района. Они делают все. Но у нас большая проблема с персоналом. Штатное расписание 329 человек. Из них 92 это врачи. На сегодняшний день есть 50. Это серьезный пробел. У нас не хватает базовых специалистов, хирурги, терапевты, анестезиологи, реаниматологи. В этом плане министерство знает наше состояние. Вот на летний период есть договоренности с Минздравом Республики Башкортостан. Вот мы на днях ждем прибытия специалистов. Но это на летний период. Больница функционирует круглый год. У нас есть один специалист-реаниматолог, на которого мы вот... Именно врачей не хватает? Врачей, медсестер, санитаров, всех не хватает. У нас есть планы, вот мы с Ханой Владимировной, с Львовичем обсуждали это, чтобы в нашей больнице, и сегодня это реально сделать, люди получали всю необходимую хотя бы диагностическую помощь. Наш бюджет никогда не выдержит, чтобы мы могли провести весь спектр лабораторных исследований. Вот на сегодняшний день у нас есть достаточно специалистов, и мы могли бы проводить у себя всю лабораторную диагностику. Гагра икунхо, авапсора, айхабера, ихарцас, изихцаз, изхимдзез, идзбо проблемаха, ишекврагуло проблемаха, идзбара нико хабха проблемаха, абарт хархсфаби. Сара гагра азиктау хавшас харстахуп, избранам гзер избот, шусуища избот, шазнейща усурах ишейхаз, вы избарт стаху имбар узом. Аха, аха гунам зрету прхет, ара яхабы района яхабы шив хазепш, хабха айзаги что по проблемах, азара духа. Хазара по хабха что гагра района что зара по, апсны хинзен зазу хабха что зара по, вы уют дизимя его зарадзем. Вы ихо промелатку, ихо пентхара по избани алгахет. Харги хазбароб, урт мелатку, урт пентхара по избаз, инрижи за пешо, пешо хаху пшироб. Хара хабсу пентхара ан хиархона, хабсу ре пентхара хчра. Абха сара дунер гулан, абарта сара по хазбару. Ивдрует ибзен хабха уже пснеяла гет айхамия вокзал пшце поршеп кулера. Усами акваяла гет сырцхая чуб будову таяла гет арац агуртху ацатуп дз менгагоху ацатуп расфидзена арац иштуруепш Амия гагра ялс ницохах пиамия объездной что выгнать зазам его по туннель кулпа бахавыгна выг ацатук избранок зар хабха авяшкуса вёхшукса вяшкуса хнапшвазар ус хнапшвазароб артазарапа хмедзвара за психоазем рад начальник милиции Хабидан Цвайоз ядшний гед абри ДТП гана хала ихлаз из хаз эски гудаут чот арзон вы ямо амзыз квереоп амзыз а машина конера цохо хава айвла раус зва има шо ирмо патагло заша машина ко архорд машина ко рацохет вы ряд халоп а машина конера цоха амио ко базароп амио ко изигер сазароп ари Советский Союз хунткара нуқаз ваханала хуз уиза стара дука Москван пирцбон Москван пирцхрара арцон увеча амтакуп шатагло заша хамоп хунткара хакутуп хадгил хакутуп уги рыцхаша незнейту адгил гекурхатуп а экология гана хала вахуп шваза анхаю ере и тахымзер абризхаш хаку набна илихваз абнес герхна абнатейна уялас хынқыз ғотхус езне дзомыз ерез хаш и тахыша дахупшны егябна я адзон вы уже наукала чакала вахуп швазар
убриза знейша таху. Ахауи, иусурей, экология хамой, абарт и пархагам ахсара. И ахсар тадгла заша хама. Уи сара дун хабха айштоп. Абарт сара кузик хадзбарт зехун хратахума хама зароп изла ахсо. Аматар изла хква. Уи алар зехун никазроп инкари финанс. Арау вчера рад отчется на зидереваз дара с пуем ухода. Порчал отчется на зидереваз с культурон. Избранно гузарвата гла заша зашакала его. Уги захказ петрувает уси амларов абарт сигиеха инкар хара злахук швала а потенциал ра амра тахарат пио, амра глара пио, потенциал яха мекану взять куладзом, а потенциал ком экономическое яхиримо реальное положение вещей, потенциал рах киду. Убриги арат ахсарот макан рахим пецхара арацот нас экономика что рхабха дешакала алот абризги таху по инвестиция. Дешакала тестара по дебаширимацем. А инвестиция бен пиавы. Харахбанковская система ялшиджом, харахбанковская система яхамакана хатабзира бзюб хузхуджом, луги усадвала тук. И говорит, авинткара антиаро по инвестиции. А инвестиция ава, ауса уроб апсас хазифан. Апсва милат яйткула на брейкунхо. Атула кириб хазабахтерзифан уса уроб. Ус ягео беха, ягяхбуд абри налоговая инспекция хабыси зайд, а тур индустрия анацоя налог при эзивгас. Ханю жав процент имхе, ну 70% в среднем мусор пришел. Эти гияцло. Ари аргулар пахцо, а пара халарцо, а ваусура халаго, а бат загир ихарцо шахалоп, а хаким эха услева арцавица разлерцо, а шаца драмецура. А милиционеры хызлану го. А барт зигиры. Эти гимрацвахар, арах кетагла зашива шурахо. Убрианти хара экономика политику бризерна пахко. Ихоп сделам кау гупсакала. Ихоп цасхони чагуло уизико гео позицахцери. Азги старо куйградзо и куйгладзом апсвот гил паритира, апсвот гил уситидзом, ати разина згимазам, апсвот гула хенткаричу. А хапсвот гил арендера дзиутравайт. Ауси урт, я дарахар, хенткара дахар, абасо пришел. Ой процесс мрезам, ой процесс яцу, шпац нарушение кугяц саравать, шпац мугил хоп, ахум гара кугяцу паха, хочу хучла, один вчера амчпа, уйгел дергот, администрация, хара правительство, хама барцик хайцеран, абриана хакваров. Есть артистов у бриоп, хазатфё хайга азам, хазатфё шакоп, аусура татыпа на амалу. Ари ашаву гаус ято анализа на ауцалат уртки хнежа процент 70% анза усура татып с мамро, а у усура татыпа не мало кма дежечивает мар и рахит, ма чакала дала год. У брызги безработица порождает другие социальные проблемы. Это напрямую увязанные вещи. Поэтому мы, как молодое государство, как государство, которое непременно будет прогрессировать, мы будем идти и принимать лучшее, что есть, адаптировать в наших условиях с тем, чтобы сохранить свою идентичность, свою культуру и развить культуру на основе развивающейся экономики. Других целей нет. Поэтому просил бы наших граждан, уважаемых жителей Гагарского района, прежде чем делать какие-то выводы, разные дискуссии, у нас и в эфире будет, читайте материалы, вникайте в состояние дел, и все будет ясно. Мы делаем такие важные вещи, законопроекты, которые вносятся, все это делается публично, все это делается открыто. Мы хотим иметь со всеми добрососедские отношения. Не всегда это получается. С восточным соседом у нас нет таких отношений. С Россией у нас братские отношения. Эти отношения должны наполняться содержанием. В этом не очень гуманном мире тяжело жить, не имея надежных друзей и надежных союзников.
все близкие нам братские народы проживают на территории Российской Федерации. Носители такой же культуры, как мы, черкесы, адыги, кабардинцы. Мы независимая страна. И вместе, совместными усилиями, мы независимую страну должны сделать процветающей и богатой. Страна, в которой сохранится наша культура, наши традиции. И наоборот, люди будут приезжать, радоваться. У нас это перенимать. Я в это абсолютно верю. Благодарю. Сегодня у нас тяжелый день был, насыщенный. Тяжелый не в смысле отрицательных эмоций. Жаркая погода, очень много объектов посмотрели. Конечно, впечатляет. Парк будет ремонтироваться. Одним словом, о Гагре можно говорить долго. Рекомендую тем, кто это не сделал, в хорошую погоду, не очень жаркую, пешочком одеть кроссовки и пройтись по Гагре. И 70%, да, я думаю, объектов сегодня на стадии ремонта, или начальная стадия, или действующая, или завершающая. И это хорошо. Хатрызку яхая из район Гаусборта кой наплавкой хатарных вчера хабача и табу пишахайте ха абсна хадай хайхвз рахох глава района хадай хити хахта глаза ша района джиго глаза ши хамо потенциал и хамо хабхерва апепшка яха абсна хадай хадр голо джетсу хархартака уи яха район яхотха гуяна гот из банзалиха يقطعوا رتشوب وحيث جحاب خيرا يقطع تداري رتشوب يحتقوب حارة ريون تجا انفستيسي كوا يحتقوب يخا انفستر تجا وبارت يخا يعين تنش وصل رزاقنا تنش يخا يدرقلو أنالوج كرسو شاخ كرسو أتقلو زاشا أبسرزن يحتقوب يخي تجسو наплавка рартра и чувство туризм я хагагра района чё побрахох района хадаси хазев что туризм оп я хераб хагона шатаси хаму обля туризм ици гайз харазехун ици гайз разехун яхтахуб и чувство ахор хартока обра юко по туризм яд холо парта тел корома яд холо ици катедс корома глэмпин корома бризиги я хагагра района чё и цехна и цехна ици амга юкцату Сгуяна гойт хазига хажи хори бутана района хадея инткарана пхарея на плавка хатарнакчи уси хаура уси сахур алт шабзико хаут